Власти Бишкека сегодня снова знакомились с проблемой свалочного полигона, а журналисты испытывают информационное дежавю. Каждый очередной мэр пытается навести здесь порядок. Свалка тем временем неторопливо захватывает все новые и новые территории. Проект сортировки и переработки мусора так и не запущен, хотя доноры уже выделили необходимые средства. Между тем, в Кыргызстане есть примеры успешно действующих мусоросортировочных линий. Далее подробности. Бишкекский мусорный полигон – место, куда вывозят весь городской мусор. Никакой сортировки. Все вываливается в общую кучу, а о сохранности почвы говорить вообще не приходится. Какое будущее ждет эту местность, если вопрос рекультивизации здесь не стоит? Восстановится ли экосистема этого района, тоже под вопросом. Между тем, решение проблемы на поверхности – это разделение мусора. Причем такой проект не только не ударит по госбюджету, но и принесет выгоду. Он вообще не нравится. То есть это же не вопрос даже не цены, это вопрос подхода. Вы понимаете, да? То есть нужно поменять сам подход, да, к решению данной проблемы. Но когда люди привыкли работать как вчера, как позавчера и не хотят меняться, вот в этом есть самая большая проблема. Нужно их просто менять. Содержать город в чистоте, по мнению депутата, поможет частно-государственное партнерство. При этом важны четкие гарантии участников по отношению к вывозу, утилизации мусора и содержанию того района, ответственность за который они возьмут. При этом действующее муниципальное предприятие «Тазалык» должно участвовать в тендерах на равных условиях с частными предпринимателями. А решение вопроса о чистом городе и обо всем остальном однозначно нужно переходить на частное государственное партнерство. И тогда эти компании, которые затратят деньги на приобретение техники, а не на деньги налогоплательщиков, когда они потратят на приобретение мусорных баков, где они будут людей просить, чтобы был раздельный мусор, еще и за это принимать и платить, мы сразу наведем порядок и получим тот результат, который весь город ждет. В Кыргызстане первыми технологию разделения мусора стали применять на Кумторе. Там имеет дело с 3 видами твердых отходов – промышленными, твердобытовыми и вредными. В прошлом году ввели в эксплуатацию 2 этих полигона. И это действительно первые подобные сооружения в Кыргызстане с 1974 года, которые были соответствующим образом спроектированы, построены. На них было получено разрешение, и они были введены в эксплуатацию. Это инженерные объекты, которые соответствуют всем экологическим и инженерным требованиям, которые действуют в Кыргызской республике. На первый взгляд обычные ямы. На самом деле целый инженерный проект, имеющий несколько степеней защиты. Дно полигона выслано гемомембранной пленкой. Она предотвращает проникновение любых сточных вод в грунт. Предусмотрен также и план рекультивации объекта и после закрытия рудника. Полигон накроют 30-сантиметровым слоем так называемого инертного материала. В основном это камни, а сверху толстый слой плодородной земли. На него высадят местные культуры и траву. Говоря о твердых бытовых отходах, где-то в течение 2 месяцев мы планируем начать раздельный сбор. Дело в том, что данный полигон, он рассчитан на эксплуатацию до 2026 года. При условии, что мы введем раздельный сбор. Если посмотреть на состав образующихся отходов здесь на руднике, то примерно 25-30% не подлежит переработке всего лишь. Это означает, что, допустим, из условной тонны, которую мы закапываем ежедневно, из условной тонны отходов, после введения раздельного сбора мы сможем размещать здесь в 2, ну даже не в 2, в 3-4 раза меньше отходов, чем мы размещаем на данный момент. А это полигон по сортировке твердых бытовых отходов на руднике. Металл, пластик, резина, отработанные масла, древесина, картон. Здесь безотходное производство. Мусор измельчается до удобной массы и готовится к отгрузке местным перерабатывающим компаниям. Колеса, к примеру, забирает одна местная фирма. Они их утилизируют. На пластик тоже спрос. Его забирает другая организация по переработке промышленных отходов. Наша же подрядная организация занимается сортировкой отходов и погрузкой и выгрузкой неперерабатывающей промышленности на полигон. То есть процесс несет не только экологическую выгоду, но и экономическую. За 2 года механизм сбыта и переработки мусора здесь был четко отлажен. Помимо подрядных организаций, привлекаемых Кумтором из местных компаний, скупают отходы и отечественные организации по переработке. Четко налаженная клиентская база. Таким образом, в этот масштабный проект вовлечены множество более мелких фирм, которые получают возможность зарабатывать и развивать свой бизнес.
переработка, особенно пластика, да, который разлагается там 300 лет или вообще не разлагается. И то, что люди его перерабатывают, это их нужно еще освобождать от налогов. Во-первых, они дают рабочие места. Они, скажем, платят какие-то соцфонд там и подоходный, но, скажем, налог на прибыль, там, НДС, да, их надо освободить. Потому что они нам оставляют чистую землю для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков. Проект включает в себя и идеологическую сторону. Ведется своеобразная агиткампания среди сотрудников Кумтора по бережному отношению к окружающей среде и культуре разделения мусора. На пути Кумтора подобный проект в Кыргызстане следовало бы реализовать хотя бы в столице.